Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю, в эфире телеканал АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе с нашим гостем будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые касаются временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии Михайло Гончар, президент Центру глобалистики «Стратегия 21». Витаю вас. Я вас витаю. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Совет Европейского Союза в четверг продлил до июня 2021 года санкции против Российской Федерации за незаконную оккупацию Крыма. Об этом Твиттер написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его цитату. Сегодня Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 года санкции против Российской Федерации за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление из-за нарушений прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконное голосование в Крыму. Крым – это Украина. Ну, давайте вот подробнее обсудим санкции Запада из-за оккупации Крыма. Вот что из себя представляют эти санкции? Это больше секторальные либо персональные санкции? Вот мы о них говорим, да, все время, но все-таки хотелось бы углубиться и понять, что они из себя представляют. Крымский пакет санкций, он изначально носил характер, связанный с персоналиями, которые были причастны как в российском руководстве, так и местного уровня крымских коллаборантов, и касался запрета им на въезд в страны Европейского Союза, ограничения финансовой деятельности, замораживания активов и так далее. Угу. Плюс санкции, которые были связаны с секторальным характером и которые касались прежде всего запрета на полеты гражданских воздушных судов на территорию Крымского полуострова, заход судов морских в порты Крымского полуострова, и также то, что касается сотрудничества в финансовой, инвестиционной сфере, банковских переводов, то есть не могут нормально функционировать там никакие платежные системы и так далее. То есть это достаточно комплексный характер этих санкций, но сказать, что они являются достаточными, как и в целом санкции, которые касаются, например, неисполнения России соглашений по Донбассу, эти санкции в целом недостаточны. Ну вот про эффективность я бы хотела поговорить чуть позже, но для начала вот о том, что вы сказали. Вот мы знаем, сколько потеряли вот эти персоналии, против которых были введены санкции, заморозка их активов. Сколько это нам известно? Не думаю, насколько что это серьезно? Ну, не думаю, что на самом деле эти санкции вот персональные являются столь эффективным механизмом. Часть из тех чиновников разного калибра, разного уровня, они, собственно говоря, не сильно-то ездили в Европу. То есть, если их поездка там утруднена, то невелика потеря. Да, есть те, кто имел активы, там какую-то недвижимость, какие-то вклады в банках, которые, очевидно, пострадали. Но как бы мы знаем практику, которую применяет Россия, то есть человек едет за рубеж, если это, например, какой-то госслужащий, то там особенно высокого уровня, там у него есть там дип-паспорт или служебный паспорт, он может поехать за рубеж как частное лицо, по частному, по своему личному паспорту. И мы знаем, что и на уровне руководства России такие вещи периодически делаются, и мы видим, что каким-то образом там кто-то из Госдумы оказывается где-то в Париже или какой-то европейской столице, вроде бы с частным визитом, как бы, и так далее. То есть они научились обходить эти санкции. Точно так же, если мы посмотрим секторальные санкции, вот яркий пример, я всегда привожу, хрестоматийный пример, по сути, обхода санкций, связанный, например, с компанией Siemens и поставкой этой компании
газотурбинных установок для двух тепловых электростанций, которые были сооружены на Крымском полуострове, Симферополе и Севастополем, соответственно. Ну, Германия потом оправдывалась, говорила, что мы не Германия знаем оправдывалась в конечном на итоге, куда они уровне попадут. федерального правительства и так далее, но компания Siemens вместе со своим российским партнером Ростех разыграли спектакль определенный, что, мол, одни говорят, мы не знали, куда это пойдет, что эти турбины будут направлены на самом деле где-то не в Краснодарском крае, что-то будет построено, а там на самом деле ничего не собирались строить. Другие, российская сторона говорила о том, что, мол, ну вот так получилось, вот, и так далее. То есть подавали друг на друга в суд. Ну, в конечном счете турбины оказались там, где они должны были быть. Были там с трудом, все это было оборудовано, сделано. То есть вроде как и сейчас все это исчезло из медийного пространства. Вот. Поэтому это говорит о том, что это был ловко разыгранный спектакль, суть которого была в том, чтобы избежать Сименсу, прежде всего, серьезной ответственности как в Германии, так и в Европейском Союзе. То есть ситуация осталась вот такая, как бы неопределенная до конца. Но вообще, на самом деле, схем же очень много. Вы знаете, с Ильменитом примерно то же самое было проделано для фирташевского завода «Титан», расположенного на территории оккупированного Крыма. И там вообще схема была через Турцию. Проводили Ильменит. Ну, через Турцию Крым, много схем и сейчас работает, особенно в части захода в крымские порты судов, то прежде всего это турецкие суда. И мы видим, что, как бы там ни было, санкции все же таки работают, потому что если мы возьмем там период, скажем, 15-16 года, даже 17-го, количество вот таких вот судозаходов и сравним с тем, что сейчас, то оно резко уменьшилось, но не прекратилось. И естественно, что не прекратится, потому что есть плата за риск для судовладельцев, которые отваживаются вот на такие, по сути, нелегальные или полулегальные рейсы, отключают систему идентификации судна при входе, например, в Черное море, когда судно заходит откуда-то из там, Средиземного моря, вот, или при подходе к Крыму, указывают фальшивый порт назначения, вот, потом, отключив систему идентификации, заходят, там, скажем, в Керчь или в Феодосию, вот, указав при этом пункт назначения, например, какой-то российский порт. А вот украинская власть как-то отслеживает нарушения санкций? Вот эти? Ну так, и этот мониторинг ведется. Мониторинг, да. Ведется мониторинг, но недоскональный, я бы так сказал. Я бы сказал так, что наиболее эффективный мониторинг ведет негосударственный сектор, в частности, Институт черноморских стратегических исследований Андрея Клименко. То есть он как бы на протяжении многих лет, изначально, я бы так сказал, мониторит весь этот морской трафик. Вот, и, соответственно, как бы информация появляется в открытых источниках, как на сайте института, агентства Black Sea News, так и мы. Журнал «Черноморская безпека», Black Sea Security, который выходит на двух языках, украинском и английском, публикуем эти материалы. И как раз и пытаемся донести вот в реальное положение дел, что называется, в таком онлайновом режиме. Можете привести примеры, кто обходит эти санкции и каким образом эти схемы проделываются? Ну, смотрите, прежде всего это касается как бы и российских судов, которые делают морскую торговлю, собственно говоря. То есть судно может выйти там с Новороссийска каким-то грузом, условно говоря, куда-то в Средиземное море, порт какой-нибудь страны. Потом, возвращаясь назад, может идти с каким-то грузом для Крыма. При этом меняется флаг. Вот, а на какие зачастую меняются флаги? По-разному бывает. И турецкие судовладельцы точно так же делают. Там, скажем, наиболее такие распространенные замены флагов, это, как правило, делаются страны, которые экзотические для нас. И они считают, что там не докопаются до них. Вот, там, например, поднять флаг Танзании, зарегистрироваться, или там Белиза. Вот. Но, тем не менее, все это так или иначе всплывает наружу. То есть какой-то рейс там первый удался, следующий не удался. И это как бы серьезные неприятности для судовладельца. Но есть категория судовладельцев, которые как бы на этом делают бизнес. То есть они, даже если турецкие власти, например, карают, наказывают
такого судовладельца по соответствующему представлению со стороны Украины, то он, собственно говоря, тут же пытается пускать свои суда через другую фирму, которая тоже, как правило, может являться подставной, брать другой флаг, ну и продолжать вот, бизнес, ну, условно говоря, начиная от завозки помидоров, вот, и заканчивая там какими-то строительными материалами и так далее. А украинские предприятия торгуют с Крымом? Отслеживаете? Ну, в связи с тем, что есть, к сожалению, сохраняется зона свободной торговли, которая была как бы так экспромтом, что ли, как выглядела, создана еще в 2014 году, и это двусторонняя зона свободной торговли. Точно так же есть в российском законодательстве, было предписано создание вот такой зоны на территории оккупированного Крыма. И с нашей стороны то же самое. Как вы помните, в 2015 году, когда была блокада Крыма, товарооборот с оккупированным Крымом прекратился. И тогда было постановление Кабинета министров Украины, ограничивающее вот, товарооборот, в принципе, запрещающее. Да, но сам факт о том, что в законодательном поле сохраняется вот эта легализующая возможность, является аномалией. То есть сколько раз выступали разные были инициативы, и вроде было бы такой консенсус отменить, потому что с оккупированными территориями не стоит торговать. Это универсальное правило. Война продолжается, оккупация продолжается, поэтому как бы, эта миссия, эта задача должна решаться в условиях продолжающейся оккупации, создания как можно больших проблем для оккупационной власти, для самого оккупанта. Ну, а как вы считаете, может, у вас есть какая-то информация, да, какие крупные украинские предприятия продолжают торговать с Крымом, возможно, через Россию? Ну, я так не скажу вам, потому что они сейчас уже используют разные опосредованные схемы. Прежде всего, это касается, конечно, в значительной степени торговли товаров такого традиционного потребления. Хотя и невыгодно, чтобы сохранялась привязка к украинской продукции, например. То есть, и мы не раз читали и видели все эти сообщения из Крыма по поводу некачественных российских продуктов, которые массово завозятся в Крым. Потому что Крым, как оккупированная территория, считают, что в России что можно сбрасывать разный третий сорт. Все равно, мол, проглотят. Другое дело, что вот есть та проблема, которая связана с функционированием крупных предприятий. И тот же, вы вспомнили, крымский «Титан», который так или иначе, в той или иной мере, все равно благодаря вот этим серым и черным схемам сохраняет производство и работает, в принципе, в системе поставщиков сырья для потребностей военно-промышленного комплекса России. И здесь, конечно, как бы ситуация, подобного рода вещи, они могут быть решены только путем более жестких санкций. Не только со стороны Украины, потому что, собственно говоря, то, что можно было ограничить, уже в большей мере ограничено. Но в значительной степени нужна кооперация. И вот не раз и не два раза, и практически еще несколько лет тому назад речь вели о том, чтобы синхронизировать санкционные режимы Украины и западных стран, прежде всего Европейского Союза и Соединенных Штатов. Мы видим, что к этому вроде бы близко подошли, но опять-таки, что такое синхронизация санкционных режимов? Это надо, чтобы механизмы взаимодействовали между собой. У нас система Совета национальной безопасности и обороны, она предполагает, как бы там есть специальный перечень, который там периодически рассматривают, обновляют, что-то там добавляется, что-то там исчезает. Вот. Но, конечно, наша санкционная система, она несравнима с тем, что есть в Соединенных Штатах, например. Ну вот
Сложно, конечно, сравнивать, потому что это как бы разнопорядковые вещи, но тем не менее там работает система. Но вот ныне существующие санкции, насколько эффективно ударяют по экономике Российской Федерации? Ударяют. Ударяют эффективно, но недостаточно. Вот Но это насколько эффективно? Ну, кто-то ведет отчет этого, сколько, допустим, Российская Федерация теряет в год, сколько теряет ее экономика в год из-за этих санкций? Мы знаем это? Ну, такой статистики они, естественно, не публикуют. Вот. Поэтому как бы называть какие-то точные цифры практически невозможно. Они же не будут показывать, что они теряют. Ну а как отследить тогда, насколько они эффективны? Ну, собственно говоря, по затратам оккупанта в целом. То есть все то, что идет... Ну, Крым традиционно был дотационным регионом даже в благополучные времена. Потому что ну, это как бы так сложилось. Промышленности крупной там никогда не было. Это такая территория, где прежде всего рекреационный потенциал, туристический потенциал. Поэтому как бы всегда регион был дотационным, независимо от того, где он находился. И, собственно говоря, импульс к развитию экономики Крыма был получен только с приходом Днепровской воды в 60-е годы. Это дало импульс развитию экономики. Прежде всего, степных районов, северного, восточного Крыма. То, что касается остального, то, конечно, там сравнивать промышленный потенциал, например, учитывая наличие там судостроения, скажем, там в Керчи или в Феодосии, или судоремонта там в Севастополе, ну, собственно говоря, это мелко по сравнению с тем, что было там раньше, даже там в советские времена, в контексте всего там военно-промышленного комплекса СССР. Теперь же ситуация такова, что у Крыма другое предназначение. То есть ему вернул оккупант не только тот статус, который был в советский период, то есть статус такого военного плацдарма, но и более того наращивает его. И вот с этим, ну, понятное дело, что это означает затраты, а не доходы, получаемые в Крыму. Поскольку содержание вооруженных сил, особенно на оккупированной территории, это всегда бьет по карману. Плюс дальше так называемый Сирийский экспресс, а теперь еще и Ливийский экспресс. Вот. То есть снова ж таки то, что делает Россия за пределами Крыма и Черного моря, так или иначе связано с ее агрессивными действиями в Сирии и в Ливии. И так или иначе обеспечение идет с учетом возможностей Крыма. Но это опять-таки затраты, а не доходы. Естественно, что все это скрывается, поскольку, ну, понятное дело, что это, ну, прежде всего это будет бить внутри России, потому что эйфория от Крым наш прошла. А вот теперь начинают считать затраты. И как бы, когда там появляется информация, например, там, по тому же Донбассу, что там произошел обстрел, там применили тяжелую там, артиллерию, 152 миллиметра калибр там, или что-то такое, каждый боеприпас использованный, он имеет свою стоимость. То есть это столько-то невыплаченных пенсий. Или там пособий социальных и так далее. То есть Крым в этом смысле как бы концентрированно превратился просто в колоссальную обузу. Нельзя сказать, конечно, что тут камень на шее, который потянет нынешнюю российскую экономику на дно. Масштаб все-таки не тот. Но если мы учтем о том, что Россия ведет, по сути, либо открытые боевые действия в Сирии, либо более замаскированные в Ливии, присутствует в Венесуэле, ведет войну на Донбассе, оккупация ну и плюс Крыма. гибридная война, Да. куча денег, пропаганда. Да. Плюс содержит режимы в Абхазии, в Осетии, Приднестровье. То есть это вот такие гири или камни, которые так или иначе тянут российскую экономику на дно. И естественно, что вопрос состоит в том, чтобы в нынешних условиях не помогать оккупанту, когда кому-то приходит в голову бредовая идея, например,
подать воду в Крым, Мгм. а наоборот. И поэтому в этом смысле важное значение имеет то, что вот в 2018 году Соединенные Штаты приняли специальную декларацию по Крыму. И как бы о том, что никогда, по сути, не будет признана оккупация Крыма и аннексия со стороны Соединенных Штатов. Недавно это прозвучало из уст и Помпео. соответствующее заявление Помпео, Мгм. а отвечающий сейчас за внешнюю политику Европейского Союза Жозеп Боррель, по сути, некоторое время назад сделал похожее на американское заявление точно так же. Он должен был это сделать во время визита в Киев, но не состоялся этот визит в силу карантинных Но ограничений. сейчас на самом И деле, да. Вот эти вещи, они имеют, кстати, очень фундаментальное значение, что если раньше Европейский Союз смотрел как-то так на крымский вопрос в контексте российской агрессии несколько отстраненно, а мы говорили о том, что Крым и Донбасс – это просто два звенья одной и той же цепи российской агрессии против Украины, то теперь Европейский Союз, по сути, более жестко начинает подходить, и я не исключаю того, что в ближайшее время, особенно в том случае, если Россия предпримет какие-то шаги по эскалации ситуации на юге Украины, будет введен еще один пакет крымских санкций. И особенно важно то, что, вот смотрите, скоро будет год, как заработал новый Европейский парламент. В июле прошлого года. И одно из первых заседаний, кстати говоря, была принята резолюция специальная, где как раз поименно были названы все политические узники Кремля, которые были репрессированы оккупационной властью на территории Крымского полуострова и находятся либо в крымских СИЗО или колониях, либо вывезены в Россию. То есть это тоже очень важный сигнал с точки зрения того, что в Европейском Союзе ничего не забыли. Ну, на самом деле очень много резолюций, международных резолюций относительно временно оккупированного Крыма, репрессий, которые там чинятся оккупационной властью против коренного народа и не только, против всех инакомыслящих. Однако санкции не ужесточаются в отношении Российской Федерации. Почему? Ну, думаю, что работает определенного рода инерция, которая, и, как мне кажется, эта инерция завершается. Потому что имела место иллюзия у наших немецких и французских, прежде всего, партнеров, которые часто выступают гибридными друзьями, вот, в отношении того, что путинский режим может как бы пересмотреть. То есть они свои думают, подходы. что с Путиным можно договориться? Да, они пребывали вот в этой иллюзии, но по мере того, как в Европе происходили разные события, наступало переосмысление. Ну, собственно говоря, первый звоночек был это дело Скрипалей, отравление, позапрошлом году в Великобритании. Но Германия посмотрела на это сквозь пальцы. А теперь, вот этими днями буквально, реанимировано дело Хангашвили. То есть убийство эмигранта из России, который, по сути, является местью за его участие в поддержку чеченского сопротивления во время войны на Кавказе в 90-е годы. И вначале федеральное правительство Германии закрывало на это глаза, считало, что это просто криминальная разборка между, так сказать, российскими мигрантами, живущими в Германии. Теперь же оказалось, что это далеко не так. Теперь, сейчас происходит суд в Гааге по делу MH17. Кстати говоря, достаточно жесткие санкции были, как раз появились после того, по 17 июля 2014 года, когда... Да, по сбитому Боингу. По сбитому Боингу. Сейчас появляется дополнительная информация, которая указывает напрямую, что за всем этим стояла Россия. И варианты их там нет, не проходит. Сейчас мы видим о том, что происходит на территории Соединенных Штатов. Вот. И как бы то, что раньше считалось, что это
Ну, это Россия там что-то не поделила с Украиной, российские и украинские олигархи чего-то не поделили, и поэтому, да, Россия применяет там какие-то, ну, не совсем хорошие методы, но, тем не менее, это их там славянские разборки. Вот вы затронули тему с водой. Я бы хотела вот продолжить и немного обсудить этот вопрос. В МИД Украины не исключают возможности очередной агрессии России против Украины. Причиной может стать попытка открыть доступ Днепровской воды на полуостров. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Бондар в интервью «Апострофу». Как вы считаете, может ли действительно Российская Федерация пойти на эскалацию для возобновления водоснабжения? Она уже идет на эскалацию. Нас мало, к сожалению, обращают внимание на то количество учений, которые проводятся на территории Крымского полуострова, и которые как бы направлены на десантирование там, либо морским способом, либо воздушным способом на материковую территорию. И как бы там недвусмысленно видно, что речь идет о том, чтобы захватить, условно говоря, зону Северокрымского канала. Потому что как бы... Но это Херсонская область. Так, да, это Херсонская область. Ну, по территории Херсонской области до Новой Каховки, город такой Таврийский есть, вот, где, собственно говоря, условно находится главный кран, точнее, главный шлюз Северокрымского канала. То есть, да, они это делают. Но тут надо понимать то, что в открытом виде сделать, это тогда означает, что легенда «их там нет» прекращает свое существование. Они там есть. Более того, это уже будет открытый акт вооруженной агрессии. Я думаю, что реакция, как бы там Соединенные Штаты не были заняты своими внутренними делами, какие бы проблемы ни были в Европейском Союзе, такой реакции, как в 2014 году, уже не будет. Да, инфантильной, когда из Берлина там звонили в Киев и говорили о том, что вы не провоцируйте, давайте подождем, мы разберемся, мы вам потом поможем вот этот вопрос решить. Ничего этого не произошло. Но тут, вот знаете, мнения разделились между экспертами, потому что вот некоторые говорят, на самом деле, понятно, что вода для жителей Крыма, питьевой воды для жителей оккупированного Крыма достаточно. Воды не хватает для орошения земель, для каких-то предприятий, да, промышленных, ну и, конечно же, для военных баз, располагающихся на территории Крыма. И многие говорят, что на самом деле на войну из-за воды Путин не пойдет, войной не пойдет. Но для него важно с политической точки зрения решить этот вопрос, что якобы Украина сама, украинская власть дала воду в Крым. И тем самым показать, что типа вот, санкции, вы говорите санкции. Какие санкции, если Украина сама подает воду в Крым? Что это для него политический вопрос? Замысел, ну, не только политический вопрос. Вот, конечно. То есть, как бы так или иначе, содержание Крыма обходится определенную копейку. И в условиях, когда в самой России есть проблемы, и их все больше, отношений центра и регионов, вот, не сегодня, кстати, в прошлом году появились лозунги «Хватит кормить Москву». Где-то там в Якутии, вот, на юге России. Потому что, на самом деле, среди 83 субъектов федерации, по-моему, только 13 являются донорами. Остальные – это реципиенты. Поэтому для Путина как бы важно с политической и с экономической точки зрения решить вопрос воды. И поэтому военная активность и соответствующее информационно-пропагандистское сопровождение, они как раз и призваны создать эффект давления на Киев с тем, чтобы были приняты соответствующие решения. Ну, как говорится, ничего не стоит там побряцать оружием, вот, испугать власть в Киеве и как бы принудить к такому жесту гуманитарной доброй воли, как это может подаваться. Но вместе с тем я бы не преуменьшал роль военной угрозы. Это мы как бы рассуждаем о таком прямом варианте, что ли. А могут быть и другие варианты. Условно говоря, например, блокада с моря. Мы знаем, что сейчас практически для внешнеторгового трафика Украины существует, по сути, узкий проход между островом Змеиный
и оккупированными добычными платформами на шельфе Черного моря. Ну, там где-то порядка 25 миль всего-навсего. Россия отрабатывает тоже варианты, связанные вот с такой как бы морской блокадой. И дальше как бы следует компромисс, условно говоря, что если вы хотите, чтобы была разблокирована ваша внешняя торговля, а через Черное море идет львиная доля нашей внешней торговли, тогда вы открываете воду в Крым, мы снимаем блокаду. Но ведь вооруженные силы Украины тоже не в таком же состоянии, в котором они были в 2014 году. Если сегодня, допустим, Российская Федерация высадит свой десант в той же даже Одессе, Украина даст отпор. Конечно, конечно. Сейчас не 2014 год. Вот. Как бы там ни было. Вот. И я думаю, сейчас ни у кого не дрогнет рука применить системы ПВО, уничтожить, если такие десантные самолеты будут пытаться приземлиться где-то там в районе Херсона или Николаева. Россия, в принципе, продемонстрировала, как она может это делать. Вот когда она делала такую гуманитарную акцию, когда почему-то самолетами военно-транспортной авиации были переброшены в Италию российский военный медперсонал для помощи в борьбе с коронавирусом. 15 военно-транспортных самолетов вот, доставили оборудование и персонал. То есть это как бы тоже, возможно, первоначальный расчет был на то, что эпидемия коронавируса охватит южные регионы Украины, ну и как бы Россия придет на помощь, ее попросят, вот. И, соответственно, она вот в таком варианте выполнит гуманитарную миссию. Но Россия сейчас и коронавирус, кстати, пытается использовать. Россия должна выполнять свои обязательства по борьбе с распространением COVID-19 на оккупированных территориях Украины, а не использовать пандемию для снятия санкций. Санкции не мешают принимать необходимые для этого меры. Об этом во время 43-й сессии Генеральной Ассамблеи Совета ООН по правам человека в Женеве сообщил постоянный представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве посол Юрій Клименко. Давайте його послухаємо. Росія розглядає пандемічну кризу як можливість спробувати прибрати питання про свою агресію проти України з міжнародного порядку денного. Чим узаконити подібне і в кінцевому підсумку зняти санкції. У зв'язку з цим я хотів би підкреслити, що жоден пакет санкцій, накладений на Росію, не заважає їй належним чином захищати здоров'я людей і робити внесок у глобальну боротьбу з коронавірусом. Как Украина должна разговаривать со своими западными партнерами, чтобы они не попадались под эти уловки Российской Федерации, которая пытается, использовав коронавирус, снять с себя санкции? Ну, я думаю, что уже этот фокус не пройдет. Если в начале пандемии где-то были такие опасения, и Россия применила не только методы там, массированной пропаганды, но и с трибуны ООН, мы помним это предложение, снять или приостановить, по крайней мере, санкции всех против всех, это не сработало, то я думаю, что сейчас это и подавно не сработает. Но, естественно, это не означает, что они прекратят манипуляции, они продолжат здесь усилия. Не знаю, на что, честно говоря, делается расчет. Возможно, расчет делался на то, что Германия займет более лояльную позицию, Франция, но, как видим, ничего этого не произошло. По одной простой причине. Сейчас как раз вылазят наружу все те вещи, от которых Россия как бы открещивалась. А сейчас везде засветились российские следы, особенно по событиям в Соединенных Штатах, вот, когда там вылезло наружу, как... кто поддерживает левацкие разные организации, которые там рисуют серп с молотом там, или носят майки, призывая читать там Ленина, неомарксистские разные группировки и так далее. То есть сейчас вот эти вещи, когда они вскрылись, то, собственно говоря, что бы ни говорила российская пропаганда, они сейчас сами попадают вот в эту ловушку, в ловушку лжи. Им не верят. Поэтому наша задача украинской дипломатии, в принципе, показывать, как и раньше, что наши западные партнеры не должны как бы клюнуть на эту наживку. И, честно говоря, вот если мы почитаем последние
доклад группы республиканцев, С Палаты представителей. Палаты представителей, да, то вывод однозначный, что в Соединенных Штатах и раньше не было иллюзий по поводу российской политики. Если они были у кого-то там в администрации Трампа, и то в очень узком кругу его сподвижников, то в Конгрессе их не было никогда. А сейчас и подавно. Да, но мы же понимаем, что это доклад, что это не законопроект, да, а просто доклад с призывом Так ужесточения. всё начинается Такие же призывы ужесточить санкции, там, отключить Российскую Федерацию от международной системы SWIFT, ввести санкции там, на облигации, там, против ближайшего окружения Путина, они звучат очень периодически в Соединенных Штатах Америки, через каждые 3-4 месяца. Но на сайте Белого дома санкции, законопроект санкций таких драконовских, которые называют, так и не введены. Всему свое время. Соединенные Штаты – большая страна, есть определенный механизм бюрократический, но я бы обратил внимание вот на что. Как раз яркая иллюстрация этому – то, как Соединенные Штаты действовали в отношении газопровода «Северный поток-2». Угу. Вначале, если мы возьмем, например, год 17-й, было много скептиков, в том числе и в США, что вообще никаких санкций по отношению этого газопровода не будет. Где Европа, где Россия, где этот газопровод, а где Соединенные Штаты? Первые санкции появились еще в 2017 году. Их подписал Трамп. Но там они имели характер, как бы, что администрация может использовать, а не должна. Трамп не торопился. Через год появляется новый санкционный закон, где речь идет уже о более жестких вещах. Тоже как бы не помогло остановить, или точнее Россия и ее европейские союзники проигнорировали это. Тем не менее, все равно речь шла о том, что санкции будут введены. А при этом говорили о том, что да нет, ну какие санкции, там уже газопровод построен почти на 90%. Уже это не поможет. И вот 20 декабря прошлого года очень жесткий санкционный закон появляется, и швейцарская компания скоропостижно покидает зону прокладки газопровода. Не угомонились. Но однако... Теперь появляется еще одно предложение, уже санкций, я бы сказал, хирургического характера. То есть это иллюстрация того, как работает американский законодатель. Сейчас появился вот этот доклад. Да, доклад – это даже не законопроект. Но доклад на 120 страниц со 130 предложениями не делается просто так. Ну и подписали 150 конгрессменов. И 150 конгрессменов. Поэтому, как бы, да, нам хотелось, чтобы это работало быстро и немедленно. Но работает не так быстро, как мы хотим, вот, но медленно и неотвратимо. То есть... очевидно, что вот только вот этими санкциями, которые есть по Крыму, да, по Донбассу, вернуть территориальную целостность Украине не удастся. А может быть, даже и в долгосрочной перспективе. Но какие, по-вашему, санкции все-таки? Ведь у нас против Российской Федерации санкции не только по Крыму, не только по Донбассу. Да. Там и санкции из-за вмешательства Российской Федерации в американские выборы, и санкции в отношении Северного потока-2, которые вы упомянули выше, санкции по Скрипалям и так далее. Какие из них больше всего бьют по экономике России? Я бы так сказал, если мы возьмем совокупности, все эти санкции носят тормозящий характер для экономики России, но не останавливающий ее военную машину. А чего было бы достаточно, вот, чтобы остановить? А тут надо посмотреть, вот то, что было до недавно силой России, превратилось сейчас в ее слабость. Я имею в виду экспорт энергетических ресурсов. И этот экспорт всегда был и есть, еще неофициально продолжает быть, мотором российской агрессии против Украины, интервенции в Сирию, вмешательство в Ливию, Венесуэлу, везде. Потому что основные доходы, экспортные доходы, практически там почти 2/3 экспортных доходов Россия получает именно за счет экспорта нефти, нефтепродуктов, газа, немножко угля и совсем мало электроэнергии. Так вот, вот эти все санкционные режимы, они не включили
сферы торговли энергоресурсами. Поэтому, как бы, да, есть санкции, связанные с ограничением для западных компаний и банков кредитовать, например, российские нефтяные, газовые компании. Есть ограничения, которые предписывают невозможность поставки технологий современного оборудования. Да, это работает. Но это работает как бы на долгосрочную перспективу. А необходимо вот перерубить канал поступления денег. Мы говорим европейцам о том, что каждый ваш доллар или евро, который вы заплатили России за приобретенные у нее нефть и газ, потом стреляет в нас, в украинцев, подрывает вас изнутри, и вы должны с этим что-то делать. Ну, уже прошло 6 лет, они просто не слышат или не хотят слышать, или же все-таки банально в это не верят? Нет, они это уже понимают, хотя вначале так не воспринимали, потому что европейский подход какой? Есть бизнес, это отдельно, есть там политика, война, это что-то вот вторая полочка, третья полочка, не надо все это смешивать. Ну, то есть, когда возникает вопрос цены и ценностей, выбирают цену? Выбирают цену, да. Но, как бы, почему я говорю, что сейчас это превращается в слабость России? После того, как произошел обвал на нефтяном рынке, следом пошел газовый рынок, после того, как Саудовская Аравия отжала у России часть европейского нефтяного рынка, после того, как Соединенные Штаты очень жестко ввели очень жесткие действия по отношению к государственной и компании номер 1 в России Роснефти за ее действия в Венесуэле, объем доходов энергоресурсных стал резко сокращаться. Насколько? Ну, я думаю, что сейчас мы не сможем еще оценить полностью падение доходов, потому что масштаб, сколько, 2 месяца, грубо говоря, там, квартал. Возможно, это где-то означает до трети падения доходов. Но здесь важно другое. Так или иначе, этот период будет продолжаться, низких цен. Когда цена в $60 за баррель уже кажется высокой на фоне нынешних 40, куда нефть еле добралась вследствие ограничений, которые были предприняты в рамках ОПЕК+. Но проблема пандемии коронавируса, она не исчезла. Мы не знаем, как дальше будет все это продолжаться. А пандемия влияет на, собственно говоря, покупательский спрос, и в том числе на спрос на нефть. Таким образом, как бы, Россия, конечно, сейчас включила там свои, ну, что называется, там, различные резервные, резервного фонда нет, уже фонд национального благосостояния, вот, очень быстро их проедает. И в этом насколько смысле, хватит этих ресурсов, если будет вот так идти? Значит, по тем расчетам, которые вначале делались, сначала говорили о том, что хватит на 6 лет. Потом появилась цифра, что нет, хватит только на пару лет. Теперь, как бы, даже в этом не уверены, поскольку речь не идет о том, что каждый россиянин что-то получит из этого фонда национального благосостояния для того, чтобы поддержать свой пошатнувшийся уровень. Есть большие поглотители этих ресурсов. То есть та же самая Роснефть, тот же самый Газпром, которые, как бы, в критической ситуации уже зарезервировали за собой определенные суммы, которые им будут необходимы для того, чтобы не упасть окончательно. И вот в этом смысле, как бы, на мой взгляд, наша дипломатия должна сейчас сосредоточить усилия на том, чтобы прежде всего нашим европейским партнерам объяснить: не покупайте российскую нефть и газ. Нет дефицита. Ну, так или иначе. Есть излишек предложения. Вот смотрите, что делает Польша или Литва. Они практически сориентировались очень четко на минимизацию закупки российских энергоресурсов. Более того, Польша четко заявила, что в 2022 году, после 2022 года, она не будет больше импортировать российский газ. И вот это тот путь такого обуздания агрессивных действий российской стороны, который должен был бы быть, на мой взгляд, задействован еще там в году, ну, в 2014 еще не понимали, что происходит, но в 2015.
Тем паче на фоне того, что творила Россия, я имею в виду варварские бомбардировки российской авиации сирийского Алеппо, удары по гражданским объектам, гибель мирных жителей. То есть вот это все тоже как бы прошло, не прошло мимо внимания, прежде всего, европейцев, а как бы России это простили, что, мол, под предлогом борьбы с ИГИЛ. Она этим воспользовалась. И как бы, но это не означает, что кейс Алеппо закрыт навсегда. Работают соответствующие международные группы, которые пытаются исследовать, что там произошло. Что, по сути, это военное преступление. То есть это тоже мы как бы, возможно, не в ближайшее время, но тоже вдруг появится кейс очень четкий по тому, что российская военщина делала в Сирии. Или что она делает сейчас в Ливии, когда говорят, наемники Вагнера сожгли людей в контейнере. Они, конечно, имеют вид наемников Вагнера, но это, по сути, российские вооруженные силы. Просто как бы у них такой фальшивый мандат есть. Кстати говоря, если мы обратимся к истории, то когда Советский Союз воевал на Корейском полуострове в 50-х годах, то регулярные части советских вооруженных сил, офицеры и солдаты имели удостоверение добровольцев. Вот. Причем не советского происхождения, а китайского. Китайских добровольцев было много, и вот как бы вот в этой массе. Поэтому как бы прием не новый. И сейчас я думаю, что вот эта петля вокруг путинского режима, то, что они натворили там, здесь у нас, против Украины, на Британских островах, в Германии, в Соединенных Штатах, в Венесуэле, в Ливии, в Центральной Африке. То есть все это сейчас вылазит, потому что можно, конечно, маскироваться долго, как говорится, можно обманывать долго, можно обманывать многих, но еще никому не удавалось обманывать всех и всегда. Но так или иначе, Германия пока что не собирается отказываться от строительства Северного потока-2. Строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено, если страны Европейского Союза, которым он выгоден, станут действовать исходя из собственных экономических интересов, защищая их от посягательства со стороны властей Соединенных Штатов. Так о перспективах проекта высказался глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Давайте его послушаем. Якщо німцям, голландцям, тим же данцям, іншим країнам, які зацікавлені в отриманні російського газу, дозволять діяти виходячи з цього інтересу, у нас все обов'язково вийде. Передбачити розвиток ситуації з проєктом складно, так як американська сторона ще не використала всі козирі у вигляді держав, де переважають антиросійські настрої. Достроит ли Северный поток-2, как думаете? Нет. А если даже представить себе, что достроят, он не будет работать. Ну, во-первых, потому что Соединенные Штаты пойдут в таком случае еще на более жесткие санкции, аж до того, что такая идея была и раньше. Но я думаю, что ее отложили на будущее до введения санкций против компаний, которые будут покупать российский газ из этой трубы, если предположить, что она заработает. Но тут тоже вот есть некая манипуляция. То, что говорит Косачев, как бы неудивительно, что он может еще сказать. Это традиционно такой канал донесения позиции Кремля для европейцев. Но прежде всего надо сказать, что нет позиции Европейского Союза положительной для Северного потока-2. Европейский парламент никогда не принимал никаких резолюций в поддержку этого проекта. Да, есть позиция Германии, и то Германия тоже позиция есть разная. Да, позиция федерального правительства направлена на поддержку этого проекта. Но, например, очень интересный момент, что немецкий регулятор при всех ожиданиях со стороны «Газпрома» и России не дал возможности
задействовать, обойти европейское законодательство. И Ну, четко «Газпром» указать. может обойти санкции и как-то достроить Он, Северный поток? обойти санкции им не удастся, это первое. Достроить, можем представить себе ситуацию, что они проигнорируют все и вся, и каким-то образом достроят, что датский регулятор даст им в конечном счете согласие, хотя в этом я не убежден, и они достроят. Так вот, достроить трубу не означает запустить газотранспортную систему, работающую под высоким давлением, на полную мощность, тем более. Мгм. По одной простой причине, что такая система – это не просто труба. Там должно быть соответствующее оборудование. Там должна быть линия технологической связи, телеметрия. Все это производство, как правило, европейских компаний. Никакая компания, там же закупается все самое лучшее, не будет рисковать, потому что для нее это отдельный контракт, а бизнес с Соединенными Штатами или с американскими компаниями – это долгосрочный, длительный бизнес, и нарваться на санкции из-за поставки какого-то комплекта оборудования, там, скажем, несколько десятков миллионов евро, там, или даже там, пусть сотен, никто не отважится. Мы видели пример Allseas Group, швейцарской компании, которая, как я сказал, 20 декабря они снялись с позиций и ушли. Хотя их контракт предполагал миллиардные вознаграждения за их работу. Но, тем не менее, они понимали, что, ослушавшись или проигнорировав американские санкции и достроив «Северный поток-2», они потеряют возможность ведения бизнеса в Мексиканском заливе, где у них куча разных контрактов, и многие годы до этого, и после этого. То есть строительство трубы для «Северного потока-2» – это не единственный вид бизнеса для этих компаний. Ну вот очень дорого, понятно, обходится газопровод в первую очередь для Кремля, да? Зачем Это им очень это хорошо. нужно? Расскажу, зачем это нужно. Такого рода газопроводы, проекты, мегапроекты, они прежде всего работают как источник заработка для людей круга Путина, тех же братьев Ротенбергов, которые... Вопрос в том, что «Северный поток-2» – это не просто труба через Балтийское море. На самом деле надо смотреть от Ямала до австрийского Баумгартена. Вот так он проходит. То есть это механизм заработать быстро и много денег. Труба строится там 2-3 года. Вот за это время можно заработать, по сути, не просто несколько миллиардов евро, а десятки миллиардов. Это первое. Второе. Кажется, да, Гарри Каспаров очень так кратко и емко высказался буквально несколько месяцев тому назад, как мне кажется, в своем письме, адресованном немецкому министру иностранных дел Хайко Маасу, где он, когда тот в очередной раз поддержал «Северный поток-2», четко сказал, что Россия экспортирует не нефть или газ вам, она экспортирует коррупцию. И вот такого рода проекты – это механизм длительной, долгосрочной, я называю это элегантной коррупцией, когда она как бы внешне не выглядит как коррупция. А на самом деле такой является. Потому что из этой трубы, по сути, достаточно легальный способ через швейцарский кантон ЦУГ, где на самом деле зарегистрированы все эти компании, которые занимаются управлением потоками, и существующим, и тот, который строится. И учитывая особенность швейцарского законодательства, по сути, как бы реализуются механизмы создания круга заинтересованных лиц в европейском политикуме, менеджменте крупных компаний, правительстве, журналистской среде, экспертной среде. То есть вот это все то, что называется эффектом Шрёдера. И как бы вот это тот механизм, который эффективно функционирует и который давно увидели в Соединенных Штатах и пытаются не допустить разрастания вот этого спрута в Европе
и разрушение Европы изнутри Европы. Ну, не очень-то, если честно, американский аргумент убедительный. Они же говорят, что не хотят допустить чрезмерной зависимости Европы от России. А тем самым Хайко Маас говорит, что причины совершенно в другом. В том, что Соединенные Штаты просто хотят продавать свой сжиженный газ Европе. Ну и что, у Хайко Мааса тут нет логики. Обычный подход, европейский подход, должна быть как можно более конкурентная среда, в том числе на газовом рынке. То есть чем больше предложения газа, тем лучше. Если американцы предлагают свой газ вдобавок к существующему газу из Норвегии, России, Алжира, Катара, так почему это плохо? Ну, Американцы же не предлагают, что вы не покупайте никакой другой газ, покупайте только наш. Этого нету. То есть речь идет о коммерческой конкуренции. Как Украина может использовать эту ситуацию в свою пользу? Буквально минутку. Ну, собственно говоря, мы используем эту свою пользу. Достаточно Вот. используем, да? Ну, тут не надо переоценивать свои силы. Тут как раз важно то, что, смотрите, важный момент, что корпоративная дипломатия нефтегаза смогла добиться успеха и сорвать реализацию Северного потока-2, задействовав американские санкции. Во многом американские санкции против Северного потока-2 – это результат как раз не просто американского интереса. Американцам есть где продавать свой газ сжиженный. И в Азии, и в Латинской Америке, кстати, там рынок номер 1. Вот. Но вот как раз американцы, что называется, с полоборота поняли, что за экспортом российского газа в Европу стоит не просто коммерческий интерес. Но это американцы понимали еще во времена Рональда Рейгана, когда они выступали против контракта «Газтрубы», то есть это 80-е годы. То есть ничего удивительного американской позиции на самом деле нету. А то, что и Россия, и Германия на официальном уровне пытаются показать, что, мол, где американцы тут свои меркантильные интересы продвигают, это просто фальшивка. Вот потому что на самом деле как бы нет какого-то US «Газпром», который вот по заданию Госдепа там, или Белого дома реализует американский газ в Европе. Это куча компаний. Вот завершая тему Nord Stream 2, какова вероятность того, что Северный поток-2 превратится в индустриальную руину на дне Балтийского моря? Он превратится, уже превращается. Мы видим сооружение памятников в трубах путинской клептократии, этому воровскому и агрессивному режиму, который, собственно говоря, обдирает прежде всего российское общество. Этот памятник уже, вот читайте, он строится. Ну и тем временем, вот буквально несколько минут назад появилась новость. Из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений главы государств и правительства стран Европейского Союза согласились на продление секторальных санкций, введенных в отношении России из-за ее нарушения территориальной целостности Украины. Об этом на решении по итогам видеоконференции лидеров ЕС в пятницу 19 июня сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН со ссылкой на Дольче Велле. Во время Европейского совета мы решили, что санкции вновь будут продлены на 6 месяцев, заявила Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине. Неплохая новость. Думаю, что, возможно, в ближайшие месяцы мы услышим и другую новость. Европейский Союз будет ужесточать санкции против России, особенно в контексте новых документов, которые появятся по расследованию катастрофы MH17. Ну вот по Минску, вот буквально минутка до завершения нашего эфира, возможно, даже меньше. Если посмотреть на Минские соглашения, на работу трехсторонней контактной группы, объективно она неэффективна, да, потому что огонь на востоке Украины не прекращается. Вот как вы считаете, Минск нужен для ужесточения санкций? Не думаю, что он приведет к ужесточению санкций. Если бы это было возможным, это бы уже сделали. Я думаю, что здесь... Или продление. Продление будет, но здесь, как мне кажется, вот сейчас для украинской стороны было бы важно занять жесткую позицию. Никаких встреч и переговоров в Минске, пока Россия не освободит всех заложников на Донбассе и политических узников Кремля в Крыму и в России. То есть вот это надо поставить во главу угла. Мы сейчас видим, что Минск, он давно в тупике.
и как-то ее пытаются реанимировать, вот, ничего-то не происходит и не произойдет. Потому что Минские соглашения имеют свой срок пригодности. Там четко зафиксировано. 31 декабря 2015 года. Спасибо вам большое. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», був гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Ну а мы не прощаемся. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман», а после мы продолжим в этой студии обсуждать самые актуальные новости, которые касаются временно оккупированного Крыма. Коршкевич.